Есть в казахской поэзии имена, которые сияют как настоящие звезды. Одно из таких — Мукагали Макатаев, которого не просто так называют «поэтом века». Давайте сегодня попробуем понять, в чем же секрет его удивительной судьбы и его огромного наследия. Поищем ответы вместе. И лучше всего начать со слов самого поэта. Эта цитата — своего рода ключ к пониманию всего его творчества. Он говорит о Кара-Ален. Это традиционный казахский черный стих. Но не пугайтесь названия. Это не про что-то мрачное. Это скорее самая суть народной поэзии, простой, но очень глубокой, идущей от самого сердца. Она передает и боль, и мудрость народа. И вот для Мукагали это была не просто поэтическая форма. Нет-нет, это был источник его силы, его главное, как он сам говорит, тайна. Итак, наш первый раздел — Мукагали «Поэт века». Попробуем разобраться, как он получил этот высокий титул и какое место на самом деле занимает в литературе. Давайте оттолкнемся вот от какого вопроса. Что вообще нужно, чтобы голос поэта не затихал, а наоборот звучал сквозь поколения? В чем секрет вечности наследия Мукагали и почему его стихи сегодня, кажется, звучат даже громче, чем при его жизни? Да, он прожил всего 45 лет. Только вдумайтесь, 45 лет. Но за это время он оставил после себя такое духовное наследие, которого хватит на века. Вот этот контраст, такая короткая жизнь и огромное, просто гигантское творчество, он, конечно, поражает. Двигаемся дальше. Раздел 2. Карасас. Золотая колыбель поэта. Это то самое место, которое, можно сказать, и выковало его душу. Карасас — это ведь не просто точка на карте. Для Мукагали это было место силы, его, как говорят, золотая колыбель. Только представьте, у подножья пика Хантенгри невероятная природа, прозрачные горные ручьи, пастбище Шалкаде, сосновые ущелья, реки, полные рыбы. Все это буквально впиталось в его стихи, стало их плотью и кровью. Он и природа в его поэзии — это одно целое. Вот даже обложка этой книги говорит сама за себя. Ласточка, взлетевшая из Карасаза. Какой точный и красивый образ. Он, словно эта ласточка, вылетел из своего родного гнезда и облетел сначала всю казахскую степь, а потом и весь мир. А его путь в поэзию начался вот так. Сначала совсем детские стихи, полные тоски по отцу, который был на войне. Потом первая серьезная публикация в сборнике «Песнь молодости». Это уже был первый шаг в большие литературные круги. Ну и, конечно, знакомство с писателем Аразакыном Аскаром, которое, по сути, и открыло ему двери в настоящий творческий мир. Переходим к 3-му разделу. Сила того самого черного стиха. Давайте теперь посмотрим на его творческий путь повнимательнее. Только вдумайтесь в эту цифру — 8 сборников стихов, которые были изданы при его жизни. Это же невероятная продуктивность для такого короткого пути. И какие это были сборники? «Здравствуйте, друзья», «Дарига сердце», «Когда спят лебеди» — это все настоящие вехи в его творчестве. Классика. Но знаете, что интересно? Мукагали — это не только поэт. Вот эти 2 книги отлично показывают, насколько многогранен был его талант. Он с успехом писал и прозу, и пьесы, доказывая, что ему просто тесно в рамках одного жанра. И вот еще одна впечатляющая цифра — больше 100 песен. Его стихи не остались просто текстом на бумаге, они стали частью музыкальной души народа. Песни «Саржайлао», «Вспомни обо мне», «Девушка Фариза» сегодня поют так, будто это народные песни, которые существовали всегда. А это, знаете ли, лучшее доказательство того, что его слова нашли дорогу прямо в сердце. Следующий раздел — «Судьба таланта». Давайте теперь поговорим о человеке, который стоял за всеми этими стихами. Его трудовая биография была тесно связана с простыми людьми. Но, пожалуй, главным его качеством, которое стояло даже выше его поэтического дара, была его человечность. Есть, например, такая история. Однажды у его нового знакомого заболела мать, и Мукагали, не раздумывая посреди ночи, бросился искать врача. Этот поступок говорит о нем и его огромном сердце, пожалуй, больше, чем что-либо еще. А это просто крик души. «Не был ли я твоим мечом в ножнах? Зачем ты потерял меня, мой пророк?» В этих строках вся его боль от того, что он не был оценен по достоинству при жизни. Чувство, что его талант не признан, что он как будто не вписывается в свое время, все это здесь, в одной строфе. И сразу после этого крика поэта вот это короткое, но такое веское слово «критика». Не заметили? Всего одно слово, но за ним, сожаление, не одного человека, а целой эпохи.
Так часто бывает, правда? Истинная ценность таланта становится ясна только спустя время. И вот мы подходим к 5-му разделу. Поэт, поклявшийся не умирать. Как же его наследие обрело бессмертие, несмотря на то, что при жизни его, по сути, не признавали? И вот тут, пожалуй, самое поразительное. Он был абсолютно уверен в будущем своих стихов. Даже не проверяя через 100 лет, я поклялся не умирать, не умирать. Это ведь высшее проявление веры в свое наследие, в свою творческую миссию. Он просто знал, что не умрет. И это не просто красивые слова. Его клятва сбылась. Сегодня его произведения издаются по всему миру, например, в Китае, и находят все новых и новых читателей. Есть даже воспоминания о Разакын Аскара, о том, как в Китае его сборник, напечатанный арабской вязью, буквально передавали из рук в руки. Это ли не доказательство, что его слава перешагнула все границы? Так что да, Мукагаля — это поэт, который сдержал свое слово, выполнил свою клятву. Его поэзия выдержала самое главное испытание — испытание временем. И она продолжает жить с нами сегодня и, без сомнения, будет жить и в будущем. И закончить наш сегодняшний разбор хочется вот таким вопросом. А в чем значение наследия Мукагали Мукатаева для нас, для сегодняшнего поколения? Времена меняются, ценности, кажется, тоже. Что его поэзия может дать нам сейчас? Чему учит его наследие? Думаю, ответ на этот вопрос каждый должен найти в своем сердце.